Вот, поэтому, прежде чем мы начнем наше собрание по подготовке к общенародному собранию, чрезвычайному, я хотел бы буквально 5 минут дать слово Альмиру Шавкетовичу Самодинову, чтобы он рассказал сам, зачем он идет на выборы и что он собирается делать, если нам всем повезет и мы добьемся нашей общей победы. Пожалуйста. Салам алейкум. Значит, Самодинов Альмир Шавкетович. Я зарегистрировался в это регистрационное удостоверение по 6-му избирательному округу, куда входит, как уже здесь говорилось, Феодосия, город Феодосия, Кировский район и часть Ленинского района. Как вы все знаете, я член политсовета МИД-ЛФРК, и основной вопрос, когда везде ездишь и говоришь с людьми, сразу спрашивают, зачем вы идете зачем вы выдвинулись в депутаты и для чего вы баллотируетесь? Но самое главное, я хочу сказать, может, многие здесь забыли, или многим хочу напомнить, что есть программа МИД-ЛФРК «Стратегия 21 века», где ясно и четко ставится самая главная, основная задача – создать легитимный представительный орган крымских татар. То есть этот орган должен будет создаваться на базе депутатов всех уровней. Это основная задача, которую поставила МИД-ЛФРК. И сегодня настал тот день, когда МИД-ЛФРК может реализовать эту задачу. И поэтому вот от Кенеша МИД-ЛФРК, значит, я был выдвинут в кандидаты народных депутатов Украины. Это не означает, что вот крымские татары должны раз в 5 лет прийти, проголосовать и все дела уладятся. И значит наши депутаты будут за них бороться. Ну, в промежутке между этими годами нужно проводить демонстрации, митинги, то, чем мы сегодня с вами занимаемся. Мы понимаем, что власть сегодня просто так не придет и не скажет, вот давайте решим ваш вопрос крымско-татарский, давайте наделим вас землей. За эту власть нужно будет бороться. И вот из года в год, если мы будем увеличивать с вами депутатский корпус, и я думаю, придет то время, когда в Верховной Раде Крыма нас станет 50%, ну плюс 1, и тогда мы с вами сможем сами писать законы и сами устанавливать порядок, как нам хочется в Крыму. Здесь вот иногда слышишь разные мнения, вот, мол, да, вот что-то там это крымские татары, и так такая сейчас апатия везде, вот что-то крымские татары там дергаются, идут во власть, что-то хотят, что-то есть такие, которые еще что-то хотят добиться. Но все это бесполезно. Вот. Я хочу сказать, что это, не мы дергаемся. То, что мы идем во власть и будем становиться депутатами, пусть дергается та власть, которая сегодня находится над нами. Потому что они привыкли нас видеть в качестве серой биомассы, которая должна их обслуживать. Они должны понять и должны знать, что без крымских татар ни один вопрос, как бы они ни хотели, экономический будет, политический, или другие вопросы они не смогут решать. Что настоящие хозяева в Крыму – это крымские татары. И без решения крымско-татарской проблемы ни один вопрос нормально в Крыму не будет решаться. Здесь вот не совсем недавно был создан Народный фронт крымских татар. И ветераны поставили задачу перед Народным фронтом добиться закона восстановления прав реабилитации репрессированного народа. И 17 легитимных общественных организаций подписались под этим требованием. И я думаю, что ездя по районам, встречаясь с избирателями, я также буду говорить о тех проблемах, которые ставит сегодня Народный фронт. И сообща мы будем решать этот вопрос. И заставим это государство решать как положено. Не как, который сегодня... Не тот закон, который сегодня подал Мустафа Джемилев, а тот закон, который нужен всему народу. Саввамас. Разрешите, пожалуйста, ваш мандат. Посмотрим и это зафиксируется. А можно вопрос? Да, конечно. Теперь, пожалуйста, у кого какие-то вопросы, пожалуйста, встали, представились и задавайте.
Сейтмели, Саки. Сакский район, да. Вот вы сказали, будете баллотироваться по Кировскому и Феодосии. Как быть нам, крымским татарам, которые живут в разных районах? Что мы должны делать? Можно ответить? Я думаю, что у каждого сидящего здесь найдется хотя бы один человек, родственник, Есть. друг, Есть. знакомый, который живет в этом шестом округе. Поэтому ваша просьба огромная. Вот всех, кто там живет, ваши знакомые, друзья, поднять по одному и проголосовать так, как надо нации. Старый Крым тоже туда входит? Да, конечно, конечно. А еще, если не трудно, скажите, пожалуйста, а кто баллотируется еще, кроме вас? Ну, основной, как бы, кандидат от партии регионов, это Юлия Владимировна Левочкина, это тот кандидат, с которым нам предстоит борьба в дальнейшем. Ну и там ряд кандидатов, я сейчас по именам... Они тоже по мажоритарке, да? Да, по мажоритарке. Или по партийному списку? Нет, это мажоритарный округ, но среди, сейчас, среди тех, кто выдвинулся, 21 кандидат, как его, из них только 3 выдвинуты самовыдвижения. Остальные выдвинуты в этот мажоритарный округ от партии. В частности, вот Юлия Левочкина выдвинута партией регионов. Господин Черный выдвинут партией Батькивщина. От коммунистов там есть. И даже есть от молодежной партии некий Руслан Мамутов. Крымский татар. Вот и такое есть, понимаете? Вот такое есть. Но это нас абсолютно как бы не смущает, а наоборот должно дисциплинировать. Еще раз говорю, что если мы всем миром возьмемся за решение этой задачи, мы ее обязательно решим. Так же, как мы в свое время решили задачу о массовом возвращении крымских татар в Крым в конце 80-х годов. Все в наших руках. Все зависит от нашей воли, от нашего стремления и от нашего умения. Еще есть вопросы? Сабал Альмер? Еще можно? Пожалуйста. Я вот что хочу сказать. Я сам привлекался в депутаты еще какой год. Не будет такого, чтобы в последний момент где-то взяли и отошли в сторону. Допустим, могут быть угрозы со стороны и Меджлиса, там и других. Потому что это я уже проходил. Поэтому вы готовы до конца бороться и до конца стоять? Я обещаю перед аудиторией, что я пойду до конца. Вот это все. Самое главное, Альмир Самодинов, он не сам по себе кандидат в народных депутатов. За ним стоит и Народная партия Мелиферка, и стоит поддерживающие нашу общую работу те 17 организаций, которые входят в Крымско-Татарский народный фронт. И, я думаю, значительная часть ветеранов национального движения также оценит правильно наше решение, общее решение. Это не решение Альмира Самодинова, это решение нашей организации. Вот таким образом показать, что в Крыму есть еще коренной крымско-татарский народ, который ставит уже сегодня вопрос, самый главный вопрос, вопрос о власти. Если вопросов нет, то давайте, у нас еще много работы, а время осталось 2 часа с небольшим. Поэтому мы поблагодарим, давайте, нашего кандидата. Вместе поможем победить. У меня есть предложение, президент. Да, пожалуйста. Давайте так делаем. Вот сейчас мы выслушали кандидата, мы его, значит, узнали. Первое. Второе. Через некоторое время надо опять встретиться с ним вместе и узнать, как дела у него идут вообще на его участке. Чтобы мы опять встретились. Чтобы это не было до октября месяца, мы не видимся до 18 октября. Саволос, очень хорошее дельное предложение. Мы заранее как бы предвидя, что такое может быть, предварительно как бы договорились о том, что вот мы сегодня стартуем по подготовке к проведению второго чрезвычайного общенародного собрания. Понятное дело, что чтобы быть уверенным в успехе этого нашего святого дела, мы обязаны будем провести, ну, если вот сейчас начало сентября, 1 сентября, где-то к концу месяца, через месяц, мы также соберем
всех нас соберемся и подведем итоги по тем решениям, которые мы сегодня примем. В том числе и зададим все вопросы и узнаем, как дела у нашего кандидата. Это вот в конце месяца обязательно соберемся. Обязательно соберемся.